Владивосток стал излюбленным местом летнего отдыха для якутян. С каждым годом поток туристов растет, и это неудивительно. Ведь помимо моря город богат на места, которые радуют глаз и доставляют истинное эстетическое удовольствие. Визитная карточка Владивостока – это вантовые, то есть подвесные мосты. Русский мост, связывающий материковую часть города с островом Русский, изображен на 2000-й купюре. Без преувеличений его можно назвать самым-самым. Самые высокие пилоны – 324 метра. Самый длинный среди вантовых мостов – пролет 1104 метра. Ванты, выполненные в цветах российского триколора, еще одна фишка моста, которая сразу привлекает внимание всех, кто увидел его и проехал по нему. Золотой мост проходит через бухту Золотой Рог. Визуально мосты отличаются углом наклона опор. У русского моста они сходятся, верхние точки у Золотого расходятся. Ехали в город Владивосток мы на машине. Приехали именно на бухту Стеклянную, потому что про нее все очень много рассказывали, что живописная природа. Вот. В остальных бухтах мы пока еще не были, но все у нас впереди. Единственный минус дороги во Владивосток – это ужасная дорога. Это было тяжело, но мы добрались, мы ехали на машине. Слава богу, очень много есть по дороге во Владивосток остановок, мест, где можно с ребенком остановиться, покушать, немножечко отдохнуть и недалеко добраться до моря. Очень все рядом. Замечательно, да? Тебе понравилось? Мне понравилось. Пляж бухты Стеклянная в Уссурийском заливе усыпан кусочками разноцветного обточенного морем стекла. Это местная диковинка, которую старается непременно показать туристам. Такое ювелирное украшение, созданное самой природой, и сегодня это одно из любимых мест отдыха горожан. Конечно, все это очень хорошо для природы, но Стеклянная бухта Владивостока также немного пострадала из-за туристов, уносящих в своих карманах даже по несколько стеклышек. Сверкающих осколков становится все меньше. В прошлом году во Владивостоке открыли новое общественное пространство на сопке «Бурачка». И теперь на сопку можно подняться по 300-метровой лестнице, с которой открывается потрясающий вид на бухты Диамид и Улис, Русский остров, центр города и Золотой мост. По большому счету, почти вся лестница – одна большая видовая площадка. Есть две точки для фотографирования – большая на вершине и маленькая пониже. На вершине можно увидеть геодезический знак и деревянный крест. Они были здесь и до благоустройства. Их не трогали. Владивосток, он свободный, он красивый, он со всех сторон окружен морем. И не в каждом городе, я думаю, мира можно стоять выше, чем 9-этажный город, например, да, и любоваться видами всего города, даже заглядывать за его пределы. А еще во Владивостоке, наверное, живут очень свободные, очень активные, с активной жизненной позицией люди, которые не боятся трудностей, не боятся испытаний. И, они являются, наверное, отражением характера города, скажем так, и всего Приморского края в принципе. Рельеф – это особенность, да, это достопримечательность, потому что я бывала во многих городах России, и всегда видовая площадка, зачастую вот одна видовая площадка во всем городе, и люди идут на эту одну единственную видовую площадку, чтобы полюбоваться городом. В городе Владивостоке вообще такое не проблема, можно, в принципе, весь день ездить по видовым и все равно даже не на всех побывать. Это, конечно, уникально. И ведь горизонты открываются совершенно разные с разных видовых площадок. Это тоже очень круто. Этот столетний маленький маяк – один из самых доступных и фотогеничных маяков Владивостока. Токаревский маяк по праву считается одним из символов города и местом, где обязательно стоит побывать. Несмотря на то, что маяк стал достопримечательностью, он по-прежнему действующий ориентир для гражданских и военных судов, которые идут из Амурского залива.
Непосредственно до мыса можно доехать только на автомобиле. На мысе перед отмелью оборудована автомобильная стоянка. Есть несколько киосков с горячими напитками и перекусом. Можно взять с собой кофе, фастфуд и устроить пикник у маяка. Здесь же функционирует ресторан, в котором подают местные морепродукты. На автобусе также можно доехать до остановки «Маяк», которая расположена в 25-30 минутах ходьбы. Местами пешеходной дороги нет, приходится идти вдоль автомобильной трассы. Необходимо внимательно следить за движением на поворотах. На поезде. Да, ехали на поезде сутки. Сегодня утром приехали. Конечно, быстрее всего, комфортнее это самолет. Но в поезде тоже есть своя романтика, когда добираешься на поезде. На машине, я думаю, что не так удобно. Это, наверное, последний транспорт, на который мы бы обратили внимание. Потому что это все-таки тяжело. Да вот приехали утром, в центре немножко побыли и приехали вот сюда, на бухту Стеклянную. Пока первая наша точка. На самом деле зависит все от того, когда отпуск. Все-таки хочется больше с семьей, а собраться с семьей это сложно. У всех в разное время отпуска. Ну, примерно там раз в 1,5-2 года. Вот так получается выезжать, именно если подстраиваться друг под друга все. Остров Русский находится в заливе Петра Великого в Японском море, недалеко от Владивостока. Стоит отметить, что Русский остров является одним из самых крупных островов России, находящихся в Тихом океане. Протяженность острова составляет 18 километров в длину и 13 километров в ширину, а площадь его около 100 квадратных метров. Долгое время остров, благодаря своему географическому положению, выполнял оборонительные функции, обеспечивая защиту Владивостока от вероятного противника. Практически до 90-х годов прошлого столетия остров был закрытой территорией, так что без спецпропуска на остров было не проехать. А получить пропуск обычному человеку было практически невозможно, но все изменилось в 2012 году. В 2012 году во Владивостоке состоялся саммит АТЭС, а именно остров Русский был выбран основным местом для мероприятий, проводимых в рамках саммита. На острове достаточно много достопримечательностей, и одни из самых популярных мест – это Приморский океанариум, мыс Вятлина, Табизина и бухта Навик. Я как раз вожу по достопримечательностям города Владивостока жителя Владимирской области. У них совершенно другое. Он из города Владимир, а приехал в город Владивосток. Да, ирония такая у нас. И, конечно, прежде всего я вожу сначала гостей на набережные наши. Они действительно сейчас стали очень красивые, благоустроенные. Ну, красота. Тем более, что многие люди и море-то не видели еще ни разу в жизни. Потом мосты. Ну, ничего прекраснее, чем проехать вот в солнечную, особенно погоду, и когда солнце бликует на волнах, это прекрасно. Ну, а дальше идут, естественно, форты, остров Русский и вот видовые площадки, до которых мы сегодня добрались. Ну, а заканчивается это все, наверное, ресторанами китайской там или корейской кухни, вот с этой спецификой, то есть чтобы вот познакомить, потому что для нас это привычно, для них, не совсем. У нас очень капризный и неустойчивый климат. И когда я говорила, что жители города Владивостока, они похожи на свой город, они похожи также на этот климат. Да, действительно, верить прогнозам погоды у нас точно нельзя. У нас очень все своеобразно и стремительно меняется. Но мы к этому привыкшие совершенно, и поэтому нам не страшно. То есть это может испугать только не местного жителя. Нам, в принципе, хорошо. Раз так, значит так. Туманы летом. Да, такое очень часто бывает, когда ты собрался на пляж, прибежал, ты видишь, что погода прекрасная, тучек действительно нет, и налетает туман, и ты лежишь и мерзнешь. Казалось бы, а солнца уже не видно, да? Бывает и такое, но с другой стороны, наверное, это тоже компенсация своего рода, как море без туманов. Тогда убираем море и остаемся и без моря, без туманов, мы на это не согласны. Приморский океанариум является одним из самых крупных в мире океанариумов, находящихся под одной крышей. Объем воды, который он вмещает, 25 тысяч тонн.
Общая площадь внутреннего пространства превышает 37 тысяч квадратных метров. Почти 5 футбольных полей скрыто в здании, которое напоминает приоткрытую белую раковину моллюска. Посетители могут познакомиться с обитателями российских вод, включая воды Японского, Охотского и Берингового морей, а также озеро Байкал, реки Амур и озеро Ханка. Кроме этого, океанариум может похвастаться представителями как холодных полярных морей, так и теплых тропических рек и морей. В Владивостоке мне нравится то, что Владивосток предоставляет лучи солнца и может же в этот момент перемениться в эту такую пасмурность, ветренность. И эта хаотичность не может не радовать. Потому что я сам с поселка Тикси, и плюс-минус у нас одинаковый климат и одинаковые пурги. Да, Владивосток это очень воодушевляющий город, который воодушевляет на поступки. Когда смотришь на такие скалы, хочется просто писать или сочинять какие-нибудь стихи. Сейчас мы находимся на мысе Табизина, одно из самых любимых мест для меня и для моих, следственно, друзей. Вот. Почему? По моему мнению, каждый турист, приехавший во Владивосток, должен посетить именно это место, потому что он в этом месте может наблюдать, лицезреть, как изумрудное море, изумрудную воду, могучие скалы, могучие сопки, а также интересные формы камня. Также мыс Табизина может предоставить для экстремалов экстремальные условия по спускам всяческих мысов, потому что лестница прибита к одной из мысов. Да. Увидеть мыс Табизина во Владивостоке стоит по нескольким причинам. Во-первых, это самая южная точка острова Русский в заливе Петра Великого. А во-вторых, это одна из самых красивых локаций Приморья. Завораживающие фотографии здесь можно сделать практически при любой погоде. Видео и фото мыса Табизина во Владивостоке не передают его мощь в полной мере. Эту природную достопримечательность точно стоит увидеть своими глазами. Только так можно по-настоящему ощутить дух морских приключений, царящих на вершинах скал. Приглашаем посетить этот уникальный край и самим почувствовать гостеприимство приморской земли, познакомиться с удивительной природой, вкуснейшей кухней и увлекательной историей этого региона.